Армысыздар, қымбатты көрермендер, эфирде оңай тіл, диалог алаңы. Қазіргі кезде мемлекеттік тілдің қоғам өміріндегі маңызы мен салмағы күн санап арта түсуде. Және күн тәртібінен түспейтін басты мәселелердің бірі ана тілдің бүгіні мен ертеңі. Согласно Конституции страны, государственным языком Республики Казахстан является казахский язык. Одним из важных направлений государственной политики является изучение государственного языка. Сегодняшняя передача, посвященная доступности изучения казахского языка, служит началом большого диалога с жителями нашего города. В качестве спикеров сегодня выступят представители общественности города, представители малого и среднего бизнеса, государственные служащие, специалисты и слушатели Центра развития языков. Уважаемые гости, добро пожаловать! В целях изучения государственного языка в городе Темиртау был создан и успешно функционирует коммунальное государственное учреждение «Центр развития языков». Давайте мы сейчас более подробно узнаем о работе центра. Меруерт Багдатовна, вы не первый год работаете в данном направлении. Если смотреть сравнительно и сделать небольшой анализ, каковы итоги работы в этом году? Біздің орталық 2014 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Жалпы осы барлық жылдар бойы біздің орталықтан 5000-нан аса тыңдаушы оқып шықты. Олар ағылшын, қазақ тілі, орыс тілі курстарынан тегін өтті. Наш центр находится по адресу Абая 112. В нашем центре есть также кабинеты казахского, русского, английского языков. Все кабинеты оборудованы, технически оснащены. У нас в центре работают опытные специалисты, преподаватели, есть методический кабинет. С этого года в рамках проекта «Оңай тіл» мы еще открыли 4 кабинета. Эти кабинеты у нас находятся в торговых домах Евразия и Сити-центр. Также кабинеты казахского языка есть в Доме дружбы и в этнокультурном центре. В этих же кабинетах они тоже оборудованы, технически оснащены, работают высококвалифицированные специалисты. Наш центр открылся в 2014 году. Если в сравнении в 2014-2015 году в нашем центре обучались 80, 100, 150 человек в год. 22 год сейчас завершает 500 человек именно курсы казахского языка заканчивает в этом году. Это трехмесячные курсы. Также у нас с прошлого года функционируют краткосрочные курсы. В этом году в краткосрочных курсах обучились 300 человек. То есть мы сейчас видим положительную динамику. Если еще раз в сравнении было в 2015 году, например, 150 человек, в этом году уже по 700. То есть на несколько раз увеличилось количество. Мы знаем, что на сегодняшний день Центр по изучению языков оснащен необходимыми современными методическими и техническими средствами обучения, что облегчает образовательный процесс. Сегодня у нас в гостях люди, которые прошли обучение в данном центре. Сейчас хочу обратиться к вам. Хочется узнать, какие методы обучения более эффективны. Здравствуйте. Я считаю, все-таки самый продуктивный метод – это показательный метод, так как мною он был пройден, когда я была слушателем данного центра. Преподаватель после каждой темы давала нам просмотреть короткие ролики. Также мы слушали музыку, что очень сильно повлияло на мой музыкальный вкус на данный момент. Поэтому я считаю, что это очень продуктивная методика, которая в дальнейшем поможет более легко усваивать информацию. Есть обратная связь? Да. Прекрасно. Ну, конечно, хочется посмотреть, какой же получился результат. Может, вы заговорите на казахском языке? Сәлеметсіздерме, менің атым Жигадла Полина. Маған мектепте қазақ тілі ұнайтын, сондықтан оны ары қарай жалғастыруды жөн көрдім. Мен еліміздің азаматтарын құрметтеймін. Осы тіл орталығына келгеніме қуаныштымын. Онда мен көптеген жаңа білім алдым. Рахмет.
Полина, как часто вы используете слова на казахском языке? После того, как я пошла на курсы, я стараюсь максимально часто практиковать казахский язык, например, в магазине, на рынке, в такси, везде, где можно, также с коллегами на работе, кто хорошо владеет казахским языком, я теперь всегда говорю на казахском языке. Прекрасно. Ну, если говорить на молодежном сленге, назовите 3 крутых лайфхака, которые помогают быстро научиться говорить на казахском языке. Ну, в моем случае мне помогли дома просмотры фильмов, также мне помогли домашнее изучение дополнительное и больше практиковаться в жизни, тем самым это убирает стеснение и становится легче. И свободно. И свободно. Прекрасно. Сейчас хочу обратиться к вам, Екатерина Григорьевна. Скажите, пожалуйста, какие еще существуют результативные способы для быстрого и комфортного обучения? Ну, я считаю, что это наш разговорный клуб. Как бы хотелось бы именно про него сейчас в данный момент рассказать, так как к нам приходят слушатели, те, кто уже ходил и изучал грамматику. Помимо этого приходят люди, которые просто хотят научиться государственному языку. В целом, когда люди разговаривают друг с другом, слышат, кто говорит на казахском языке, им намного легче это дается выучить, запомнить те или иные слова, и они могут без стеснения, что самое главное, друг с другом разговаривать. Основная проблема, почему не разговаривают на государственном языке, это то, что люди стесняются. Мне будет стыдно, а вот я сейчас скажу неправильно, они будут смеяться надо мной. А у нас в клубе мы сидим, они спокойно, как у себя дома, грубо говоря, да, сидят спокойно разговаривают, спрашивают, а вот это правильно, а куда здесь ударение поставить? А, вот это такое слово, ну хорошо, То есть есть постоянная практика, Да, и никто никого не стесняется, Нет. потому что практически все на одном уровне. Да. Мы можем так сказать? Да. Я вот хочу поддержать Екатерину. Действительно, самая большая проблема – это сломать барьер. То есть, сломав единожды барьер, люди уже намного спокойнее и правильнее начинают разговаривать. Я даже помню этот барьер со своего детства. Я, зная, хорошо обучаюсь в школе, у меня был один из самых любимых предметов казахский язык, но я долго не могла говорить. Я все понимала, но заговорить прям у меня стоял четкий барьер. Единожды его сломав, после этого просто уже нельзя было остановить. То есть самое главное – это именно сломать этот барьер. И здесь очень важна среда общения. Естественно, естественно. Понимание окружающих, именно понимание. И цели и задачи клуба были изначально такие. Да, изначально мы хотели, чтобы люди не стеснялись, они могли учиться разговаривать, друг друга понимать, Но самое главное, да, действительно, чтобы они не стеснялись. Неважно, кто бы ни пришел к нам в клуб, это может быть 20-летний парень или девушка, либо 40-летняя женщина или мужчина. В любом случае, у нас есть разная категория, возрастная разная категория. То есть, попав в комфортное окружение, людям легче заговорить. Именно комфортное окружение. Есть понимание. Да, в есть любом понимание, случае. есть подскажут, принятие, да, принятие ситуации именно. Меруерт Багдатовна, скажите, пожалуйста, где находится разговорный клуб и как стать участником данного клуба? Разговорный клуб «Оңай тіл» находится по адресу Строителей 47 в Доме дружбы. Работает там Екатерина по вторникам и четвергам с 17:00. Более подробно можно обращаться по телефону. Давайте мы сейчас продублируем телефон. Уважаемые телезрители, вы сейчас номер телефона видите на своих экранах. Многие представители разных этносов считают своим долгом знать язык страны, в которой они живут. Сегодня у нас в гостях жительница города Темиртау, которая прекрасно владеет государственным языком. Хочу представить. Сәлеметсізбе? Сәлеметсізбе, қалыңыз қалай? Өте жақсы. Көңіл күйіңіз жақсы ма? Өте жақсы. Өте жақсы болса, тағы бір сауал қояйын. Қазақ тілін қайдан үйрендіңіз? Мен Қарқаралы ауданда, Қоянды ауылда тудым, сонда тұрдым, сонда мектеп бітірдім, тұрмысқа шықтым, Теміртауға келдім, отбасым бар, 2 ұлым бар, медетпен тұрар, немерелерім бар, Әлия, Муслим, Ратмир. Отбасыңыз көп ұлтты болып тұр ғой, е? Да.
Жақсы. Балаларыңыз да қазақ тілінде сөйлейді? Мен балаларым қазақша түсінеді, оқиды и сөйлейді. Скажите, пожалуйста, Вера, у вас интересная профессия. Как часто слова на казахском языке вы применяете на практике? Ну, я работаю в трамвайном парке 23 года, медсестрой. Очень часто мне приходится разговаривать, помогать нашим трудящимся где-то понять, руководству даже, когда они к ним приходят устраиваться на работу. И руководство часто просит, чтобы я смогла объяснить наши правила, что от них требуется, как объяснить. Знание казахского языка очень важно, потому что мы живем в Казахстане. А специальные курсы по изучению языков вы не проходили? Специальные курсы по изучению языков проходили. Именно у нас в отделе подготовки кадров. Там изучали, ходили, нам очень нравилось. Там прекрасно преподают, педагоги прекрасные. И до сих пор на работе у нас люди желают изучать казахский язык именно на курсах. Скажите, пожалуйста, Вера, что для вас было самое сложное на начальном этапе? Ну, сложное было заговорить именно, да, произношение, стеснение именно, что когда ты скажешь, и над тобой будут посмеиваться твои одноклассники. Да, да. И вот именно это был самый такой барьер тяжелый. Вот его перешагнуть, после этого уже все. Также мои дети, также они перешагнули, когда я их заставляла и говорила: повтори за мной, иди. Мама, мы не можем говорить, потому что над нами будут смеяться. Старший быстро заговорил, но младший прям долго, он после армии только стал говорить. Так что именно барьер разговорной речи важен очень. Здесь хочу задать вопрос вам, Амиржан Багдатовна. Скажите, пожалуйста, сколько времени понадобится человеку, чтобы пройти обучение? Ну, по поводу времени, конечно, каждому индивидуально это, наверное, необходимо по времени. Но в целом у нас в центре есть два вида курсов. Это краткосрочные и трехмесячные курсы. Краткосрочные, продолжительность общая – это месяц. Курсы проходят каждый день, с понедельника по пятницу. И если как в часах брать, это 24 часа. То есть, но в этих краткосрочных курсах человек обучается конкретно по узкому направлению, да? То есть мы эти краткосрочные курсы приготовили для больше как представителям малого и среднего бизнеса. Это мы преподавали, у нас такие курсы проходили в торговых домах, были курсы для работников аптеки, и сейчас проходят. То есть это вот такие курсы. Тем не менее, несмотря на то, что продолжительность маленькая или там по времени меньше, но человек, который пришел и на краткосрочные курсы, они все равно что-то берут, хотя бы в рамках вот по своему направлению, по своей работе что-то да, получат. Но если сказать про трехмесячные курсы, но там, конечно, там более углубленно, там охватывается и грамматика, и лексика, там и словарный запас побольше берется, и там темы такие, которые больше в повседневной жизни, там начинается прямо модулями, темами «Моя семья», «О себе», «Моя работа» и так далее. То есть и там, я бы не сказала, там эффективнее или более лучше, каждый выбирает для себя. Сейчас уже у нас преподаватели говорят, как пошла такая тенденция, можно сказать, они вначале приходят на краткосрочные курсы, там как бы для них это просто азы, научиться просто вот, сейчас мы как говорим, на слуху что-то, каких-то набор слов собирают, потом они переходят на сами же просятся, они сразу как бы говорят, что хотим больше, углубленно, тогда уже они переходят на трехмесячные курсы, то есть там у нас уже уровневые курсы, начинается с элементарного, дальше уже как продолжительные, базовые и так далее. А после этих трехмесячных курсов мы уже
преподаватели центра, мы предлагаем им уже разговорный клуб, потому что все равно мы знаем, да, они в месяц, 3 месяца у нас в центре ходят, обучаются, у них из этой же группы появляется небольшая среда, где можно и преподаватели в группе там общались, на казахском Уже написали, ответили, применили. Но после 3 месяцев они уходят в свою среду, да, то есть где на работе, где опять же только работа может быть в основном у них идет на русском языке или в семье и так далее. В такие моменты они сами просятся, а где можно теперь применить, продолжать. Естественно, уже нужна такая среда, не такая, чтобы, как вы только что говорили, как бы стесняется, кто-то посмеется, а именно где там понимают более комфортно, то есть постепенно входить вот в таком ритме, начиная вот немножко обучиться, потом уже более углубленно, а потом для применения пойти в разговорный клуб. Но если вот в целом, если прямо, вы же вначале про сроки спрашивали же, если вот так непрерывно, я же говорила уже, уровневые курсы, то есть не обязательно вот А1 обучились, ой, более-менее чуть-чуть там знаю, каких-то слов собрал, хватит мне, похожу так. Не останавливаться на этом, а пройти на следующий уровень, потом еще. То есть если все 5 уровней, например, пройти, да, это по 3 месяца, это 1,5-2 года. Но если вот даже хотя бы первые 3, это год. И я думаю, что если непрерывно ходить в течение года на курсы, ну, можно выучить, можно какой-то словарный запас иметь, и если есть словарный запас, заговорить несложно. А есть ли возможность проверять свои знания индивидуально, самостоятельно? Да, конечно, самостоятельно можно и заниматься, проверить. Сейчас есть разные приложения, один из них Тіл-Құрал, то есть можно это приложение себе скачать, там также задания, вопросы, словарь, то есть и там же есть тестовые задания, прошли какие-то занятия, проверили себя. Вот можно таким образом тоже заниматься. Есть индивидуальные предприниматели, которые проходили краткосрочные курсы. Вот сейчас хочу обратиться к вам. Что вы можете сказать по этому поводу? Негізі біздің сауда үйде қысқа мерзімді 21 күндік курстар өткен былтыр. Оның пайдасы өте көп. Неге десеңіз, қыздар қорқпай адамдармен сөйлеу бастады. Амандасу, сізге көмек қажет па деген сөзі өзі қайда жатыр. Мысалы, адамдарды солай жылы қарсы алса, қорқпай сөйлейтін болса, жауап берсе, адамдар риза болады. Орысша жауап берсе де, бірақ сұрап атқан сұрақты түсіну бастады. Ол да үлкен пайдасы болды. Сондықтан сіздерге рахмет осындай өткізіп атқаныңызға. Ар жағында тағы 3 айдың курстар болса, біз негізі қатысуға дайынбыз. Жақсы, нәтижесі бар дейсіз. Әрине, нәтиже өте үлкен, иә. В целом мы уже достаточно давно переводим всю нашу упаковку, все наши комплектации, баннеры, вывески, рекламные посты даже в Инстаграме мы переводим на 2 языка, используем их и делаем это уже давно и по собственной инициативе, потому что я сам родился здесь, в Темиртау, я вырос здесь, и я люблю свой город и люблю свою страну, поэтому я считаю, что каждый казахстанец должен знать государственный язык. Единственная сложность, наверное, что мен қазақша жаман билемін, бірақ мен уринемін. Как бы мне стыдно немного за это, но стараемся исправляться, учимся. Так что, в принципе, сложностей никаких нет. Начните прямо с сегодняшнего дня. Вот вам да, полная информация, сегодня вот где проходить обучение, сколько по времени это. Да, действительно, скажу, искал учителя, хотел найти кого-то частного, но сейчас вот знаю, есть у нас центры, будем заниматься, учить. Здесь хочу дополнить, что обучение проходит на бесплатной основе. Да, индивидуально. Очень приятно. Учитывая какие-то моменты, да, слушателей. Спасибо большое. Все. В целях расширения сферы применения казахского языка в социальных сетях в нашем городе проводятся различные тематические мероприятия, челленджи, акции и так далее. Хочется узнать, как молодежь относится к подобным мероприятиям. Хочу адресовать этот вопрос вам, Анастасия Валерьевна. Добро пожаловать. Эрликун.
Я отношусь очень положительно, так как сама узнала о курсах из социальных сетей непосредственно. И в процессе обучения у нас проходило множество конкурсов, также челленджей, в которых мы участвовали. Тем самым они помогали нам глубже изучать язык, непосредственно практиковаться. Я считаю, это очень хорошо и полезно, особенно для нашей молодежи. Дорогие тимиртаусы, уважаемые телезрители, мы вас приглашаем на курсы государственного языка. Дополнительную информацию вы можете получить, позвонив по номеру 8 702 363 69 70. Гульмира Сериковна, вы не первый год работаете в данном направлении и постоянно в прямом контакте с населением. И наверняка поступает очень много вопросов относительно визуальной информации, наружной рекламы. Скажите, пожалуйста, какие есть требования к визуальной информации и что необходимо знать предпринимателям? Есть определенные требования при оформлении визуальной информации, наружной рекламы. Нормативно-правовая база по оформлению визуальной информации основывается на Конституции Республики Казахстан и регулируется законом о языках Республики Казахстан. Предпринимателям при оформлении визуальной информации или наружной рекламы необходимо строго следовать требованиям закона о языках и именно статьи 21. Именно в статье 21 четко прописаны все нормы и требования, которые они должны соблюдать при оформлении визуальной информации, реквизитов или наружной рекламы. Если точнее быть, то согласно статье 21 норма она трактуется следующим образом. Тексты реквизитов и визуальной информации излагаются с соблюдением норм орфографии и аутентичного перевода текста. Вывески негосударственных организаций в обязательном порядке должны даваться на государственном языке, при необходимости на русском языке. Объявления, реклама, ценники, прескуранты цен, меню, указатели и другая визуальная информация должна размещаться в обязательном порядке на государственном языке, при необходимости на русском языке. Соблюдая данные требования, предприниматель может разместить данную визуальную информацию или рекламу. Но также надо учесть тот момент, что при размещении тоже есть какие-то определенные требования. Сначала мы располагаем текст на государственном языке, то есть слева сверху размещается текст на государственном языке, затем справа снизу текст на русском языке. Есть свои требования, да, четкие правила? Есть определенные правила, требования, которые мы не должны нарушать. Также у нас при отделе культуры работает колл-центр, который оказывает бесплатную консультативную помощь предпринимателям при оформлении безошибочного и грамотного текста на государственном языке. В данную службу в этом году обратилось 873 человека. Всем предпринимателям была оказана методическая помощь по оформлению, по грамотному оформлению визуальной информации. Данная работа у нас также продолжается и будет продолжаться в следующем году. Все эти услуги оказываются на бесплатной основе, правильно? Да, данная услуга, да. Колл-центр работает на бесплатной основе. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, что касается маркировок, ценников, здесь есть какие-то определенные требования? Согласно закону о языках, соответственно, маркировка производителя товара, то есть тот, кто производит его в Казахстане, обязательно должен маркировать на государственном и на русском языках. Тот товар, который ввозится на территорию Казахстана, то же самое, обязательно производится перевод на государственный и русский язык, и либо наклеивается на товар в виде наклейки, либо производитель непосредственно переводит до ввоза товара на территорию Казахстана. И только в этом случае этот товар разрешен к реализации на территории Казахстана. Наверняка есть предприниматели, которые нарушают эти правила. Есть, они выявляются, и в принципе им разъясняется о том, что есть товар, который ввезен, либо, допустим, есть товар, который возится с других стран, не имея данного перевода, тогда они обращаются просто либо в Центр языков, либо самостоятельно обращаются к переводчикам, переводят и наклеивают данные этикетки, и тогда реализация разрешена. Самое основное, чтобы этот перевод соответствовал тому переводу, который есть в оригинале на данном товаре. Были разработаны специальные памятки для предпринимателей, которые
доведены до предпринимателей, и каждый из магазинов, продавцов и обслуживающих каких-то центров, там, парикмахерских, имеет специальные буклетики, разработанные Центром языков и отделом культуры, которые помогают общаться на государственном языке. При приходе человек, если вдруг забыл что-то, либо сомневается, он может посмотреть и дальше обращаться, либо пытаться разговаривать. То есть данные разговорники, они помогают, вот опять же, как затрагивали, да, переступить тот барьер, начать разговаривать, начать пытаться, чтобы его понимали. Ну и, соответственно, я думаю, что каждый у нас заботится о том, чтобы у него были клиенты. И, как мы знаем, у нас многонациональный народ, и все делается для того, чтобы было больше клиентов. И клиенты у нас, соответственно, есть разных национальностей, и как русские, молдаване, там, казахи и других национальностей. Соответственно, все делается для того, чтобы привлечь клиентов. Плюс еще, хочу сказать, очень серьезно и стремительно развитие происходит Центра языков, когда у нас задают вопрос, допустим, где можно обучиться, и особенно еще и бесплатно обучиться. То есть мы всем объясняем о том, что вы можете прийти, и в первое время даже не верили о том, что это можно сделать бесплатно. И когда узнают о том, что да, действительно можно прийти и обучиться, еще и не только государственному языку, там можно и английскому языку. То есть люди, бывает, приходят те, которые вначале обучаются, допустим, государственному языку, потом идут на курсы английского языка, и у нас люди начинают разговаривать на 3 языках. С каждым годом количество желающих изучать государственный язык заметно увеличивается. Жан Кушубайна, скажите, пожалуйста, какие еще проекты для изучения государственного языка планируется внедрить в ближайшее время? Гульнара, сұрағына рахмет. В самом деле проектов очень много. С каждым годом развитию, изучению государственного языка уделяется все больше и больше внимания. И самое главное, что есть огромное желание у населения нашего города изучать язык земли, на которой мы проживаем. Поэтому и проекты, они, наверное, продиктованы именно согласно инициативам, которые проявляют наши слушатели Центра. Если говорить о проектах этого года, то у нас было 2 новых проекта. Это государственный социальный заказ был по программе «Онайтель», языковой площадке, о которой сегодня рассказывала нам Екатерина. Очень интересный проект у нас задуман на будущий год. Я думаю, что это будет уникальный проект. Мы планируем организовать летний семейный лагерь отдыха, где будет как раз-таки организована вот такая среда, необходимая для изучения, закрепления того материала, который наши жители получают вот в рамках курсов 3-месячных, месячных. Мы сегодня уже говорим о том, что это будут семьи вместе с детьми, которым будет предоставлена площадка, где будут работать и наши координаторы, волонтеры, которые свободно говорят на государственном языке. Соответственно, вот мы закрепим тот материал, который дается у нас на курсах. Там абсолютно другой формат. Абсолютно другой формат. И мы, конечно же, это будем еще обсуждать вместе с общественностью нашего города, с нашими предпринимателями. У нас в прошлом году очень хорошо зашел проект «Мен мемлекеттік тілде қызмет көрсете алам» для объектов малого и среднего бизнеса. Очень активно принимали участие наши предприниматели, то есть услуги оказывали на государственном языке. Те, кто владеет языком, кто только начинает изучать язык, они приняли участие. Я думаю, это стало толчком для многих предпринимателей записаться на курсы к нам в наши центры. Конечно, самый такой, как сказать, объемный проект – это все-таки открытие еще новых кабинетов по изучению государственного языка. Нам предоставляют площадки наши торговые центры. И надо сказать, что активность, она нарастает с каждым годом. И успех этих проектов, конечно, я думаю, будет однозначно. Ну, мы желаем огромных успехов проекту «Онайтель». Спасибо большое. Тіл – ұлттың
аса ұлы игілігі. Еліміз егемендік алып, ана тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болып, қолданыс өрісі жыл сайын кеңейіп келеді. Және бұл бағытта әлі талай жұмыстар атқарылады. Бастысы, мемлекеттік тілге деген құрметіміз арта берсін.